Всем привет, меня зовут Снежана. Меня зовут Максим. Здравствуйте, меня зовут Никитин Альберт. Меня зовут Голькова Анастасия. Светлана Васильевна Михайлова, жена такого замечательного человека. Михайлова Николая Геннадьевича. Ну, довольно по-современному, через интернет-сеть. Это для него, это по-современному, для меня это нормально. Ну да, это я просто решил попробовать зарегистрироваться. Я не знаю, насколько у него была эта практика, но мы встретились. Недолго. Это второй человек, которого я свайпнула налево. И первый мне не нравится. Мне тоже. Там была смешная история. Я подошел к ней знакомиться. Она стояла со своей подругой, просил ее имя у ее подруги. Спросил у подруги, как меня зовут. Папочка, ну начинай, это твой любимый конек. Ну, мы первый раз познакомились еще со школьной скамьи. Да не познакомились, это он меня увидел. Да. Я был знаменосцем города, тогда был знаменитый хор 10-й школы, и они всегда выступали на съездах, на совещаниях. И получалось всегда так, что она пела за мной. И я глох от ее голоса. И как первый раз я узнал, что ее зовут Света, она еще была... Школьница глубокая. Ну, я тоже был школьником, но я был постарше возрастом. 4 года. Да. У нас разница. Потом мы сбежались, я ушел в армию служить, устроился работать. Потерялись. Да, потерялись. И случайно я познакомился с ее родителями. Мы работали в одной системе Якутэнерго. Проходит какое-то время, захожу на работу на Якутский ГРЭС за доверенностью. И как раз, кто мне выписал доверенность, сидит Светланка. И я на нее подхожу, ты, говорю, ты меня не узнаешь? Он так посмотрел, нет, не узнаю. Ну, ладно, не узнаешь. Так ты вот в хоре пела. Мама твоя такая-то, такая-то. Ну и все. Я как бы знакомиться, она нет. До свидания, мальчик. Поэтому, а потом, конечно, начал ухаживать, добиваться своего. Ну вот, добился. Спустя 10 лет. Да. Понадобилось для этого. Ну, уже... Ты считаешь? Ну, почти, вот уже год можно. Этот месяц закончится, и будет получится, что год. Мы уже 7-й год. 2014-го, в конце октября мы стали встречаться, ну и в октябре будет 7 лет. А вместе мы, получается, так. 27, 28, 29 лет. 5 числа, 5 марта будет как раз 30 лет. Вот так, долго уже. Походы, пешие походы. Очень много походов. Очень любим походы. Сплавы различные. Да, мы на сплав ездили, Активный на образ Еланку. жизни, да. Я работаю флористом, и Максим подарил мне на день флориста сплав по Еланке. Вау, просто... Вот мы, короче, так любим проводить время, чтобы были совместные эмоции. Ну, сейчас более активный нравится. Раньше я был очень ленивым. Свободное время любил Полежать. полежать. Даже когда мероприятия большие бывают, 1-9 мая, я обычно выступаю. Ну, мне нравится выступать в основном, танцевать для публики. И если я не выступаю на больших мероприятиях, я люблю обычно просто лежать. Настя обычно, хотела, всегда пыталась меня Потащить куда-то. Да, потащить куда-нибудь, там посмотреть салют. Я, нет, давай лучше полежим, посмотрим фильмы, сериалы. В основном турецкие сериалы смотрим. Раньше смотрели «Дом-2», чтобы было о ком рассуждать. Мы очень с ним такие люди легкие на подъем, поэтому мы любим путешествовать, особенно на своей машине. В последние года, лет 10, мы каждый год стараемся выезжать куда-либо. Самая дальняя точка у нас была Ейск, да, на машине мы ездили. Поэтому проехали
всю Россию, и здесь, и в сторону Приморья ездили. Поэтому это одна из тем, которая нас очень сближает всю нашу семью вместе с ребятишками. Ребятишки тоже любят это, путешествовать, это дело. Вот, поэтому, ну и домашние, то есть все какие-либо мероприятия мы все делаем сообща, все вместе, да, планируем, расписываем, ну и стремимся как бы к выполнению. Забота, чувство, что человек всегда будет тебя поддерживать. Я сейчас начну плакать, когда я знаю, что никакие мои начинания не будут высмеяны. Это тот человек, которому я могу довериться. Ну что такое любовь? Любовь — это когда, ну, прежде всего, уважение друг к другу. Когда ты готов принять человека и прожить с ним до конца своих дней, так сказать, да? То есть это не чувство влюбленности, когда бабочки порхают, ну, не без этого, конечно. А вот когда вот это все переживешь, и несмотря ни на что, вы все равно вместе, ты принимаешь этого человека полностью, ты ему доверяешь, ты полностью перед ним открыт, и он перед тобой открыт, и вы готовы вместе идти к каким-то целям, строить планы, добиваться вместе. И так, рука об руку на протяжении жизни. Слова очень зрелого человека. Я сейчас проанализировала то, что я сказала, и я такая... Я не знаю, как можно это сказать. Ну, любовь — это забота о ком-то. Да, любовь — это когда у вас есть общие цели в жизни. У нас, например, это танец. Мы живем танцами, дышим танцами, и наш общий интерес движет нас. Эндинда. Или как можно сказать? Еще раз. Любовь – это гармония в семье. То есть любовь не только мужа и жены друг к другу, да, но и детям, когда дети воспринимают с таким же трепетом родителей, что маму, что папу. То есть любовь без семьи не может, но семья без любви тем более никак не может существовать. Любовь – это все. Это уважение друг к другу. Это, ну не знаю, это душа поет даже. Вот мимолетная разлука, ну там, как сказать, ушла на работу и чувствуется, вот, не звонит, что-то случилось, надо позвонить. Вот такое, что без человека даже минутное существование считается тяжело. Ну, я считаю, что любовь — это, конечно, сила. Она делает людей героями, людей рыцарями, ну, вообще, это все. Ну, что? От души поздравляем всех с Днем влюбленных, любви вам, счастья, взаимопонимания, находить компромиссы, любите друг друга, берегите. Да, солнышко? И Получилось? я пальцы.